Онлайн-конференции в студии портала bnews.kz. Это всегда горячие темы, острые вопросы, открытый формат, прямое вещание в сети интернет, прямая линия в интернете с министрами, экспертами, банкирами, акулами бизнеса, публичными персонами. Задайте свой вопрос и получите ответ на портале bnews.kz. Каждую неделю новые герои, новые лица, новые вопросы. Онлайн-конференции на www.bnews.kz. Всегда актуально, авторитетно и доступно каждому. Здравствуйте, я Далина Осипова. Вы смотрите BNews онлайн. Астана готовится к 20-летию. В рамках празднования юбилея в столице проходит большое количество мероприятий самых разной направленности. Одним из наиболее интересных и массовых обещает стать международный фестиваль этнокультуры Кушпенделер Алема. И сегодня мы решили поговорить с его организатором. У нас в гостях заместитель председателя правления акционерного общества национальной компании «Казах Туризм» Тимур Дюсингалиев. Здравствуйте, Тимур. Добрый день. И вот первый вопрос такой. Почему именно этнокультурный фестиваль? Насколько наше общество сегодня проявляет интерес к подобным мероприятиям? Самый большой вопрос, который всегда есть у человека: откуда мы, кто мы, куда идем. И 21 век, он стирает границы всякие. То есть век глобализации зачастую уходит настолько вперед, что человек немножко отрывается от своего прошлого, то есть может потерять корни. И в этом отношении Казахстан всегда был как бы большой транзитной территорией, и есть определенные опасения, что вот этот ветер перемен и ветер вот этой глобализации, он может немножко привести к тому, что мы начнем отставать от своих традиций, отставать от своих корней. И для нас, как туристической организации, очень важно, что мы должны быть интересны для мира, то есть должны быть интересны для себя и таким образом становясь интересными для мира. А мир интересует, у каждой страны есть набор, архитектурный набор, природный набор и так далее. Но люди ездят за новыми впечатлениями, они ищут впечатления именно вот такого этнокультурного характера. И поэтому мы решили, что вот проведение такого рода фестиваля – это будет одним из важных элементов продвижения Казахстана как туристской дестинации, которая обладает самобытной культурой, глубокой историей и может быть интересна мировому сообществу как очень перспективное туристское направление. Первый раз мы провели этот фестиваль в 2016 году. Назывался он по-другому, но мы его называли Улы-Даларуха. Он проходил в Алмате. И за основу мы взяли модель гуна-тюркского Курултая, который уже на протяжении 10 лет проходит в Венгрии. Это очень известное мероприятие. И по оценкам международных экспертов, это крупнейший этнофестиваль мира. То есть туда приезжает до 250 тысяч туристов. Понятно, что большую часть составляют сами мажары, как они себя называют. И, конечно, большое количество приезжает из-за рубежа. Это венгры, да, вы имеете в виду? Да. Представители того региона. Соответственно, мы изучили опыт других стран в проведении различных фестивалей. У всех на слуху Октоберфест, допустим, бразильский карнавал, там бросание помидоров в Испании, там обливание краской в Индии и так далее. Но мы решили, что нам нужно опираться именно на свою самобытность, на нашу древнюю культуру. И в этом отношении наши братья-мажары дали хороший пример, и, собственно, мы поэтому взяли за модель ту успешную организацию, которая была создана в Венгрии. По тематике мы не стали ориентироваться на игры кочевников, которые проходят в Киргизии, потому что там это, по сути, как бы Олимпийские игры для национальных видов спорта. То есть это соревновательное, состязательное. Чисто вот спортивное. Да. Это в основном спортивное. Конечно, рядом околоспортивные мероприятия тоже проходят, которые показывают этнику, показывают также и культуру, и традиции. Но мы в первую очередь нацелены именно на традиции. Мы нацелены на культуру, и наше мероприятие проходит, состоит из нескольких тематических блоков, или аулов, как мы их называем. Там представлено и наш быт и традиции, там представлено ремесло, там представлены боевые искусства наших предков, также представлен гастрономия, кулинарное искусство. И, конечно же, это огромное поле для импровизации сегодня, это национальные игры.
самого разного рода. От языков до таких серьезных игр, как Кукпар, Жанбату и так далее. Ну вот как фестиваль прошел в Алматы? Он проходил, насколько был масштабным, насколько массовым таким, насколько интересно это было нашим гражданам, которые были? Первый Сейчас фестиваль, сколько который участников? проходил в Алматы, он проходил за чертой города, в районе биатлонного стадиона, где есть, в общем-то, очень хорошие внешние декорации, это горы. То есть и на первый фестиваль приехала только одна команда, крупная, это венгерская команда. Приехало несколько любителей постановочных боев и реконструкции древнего оружия из России. Ну и несмотря на это, фестиваль привлек порядка 5000 человек. То есть первый же фестиваль, то есть в течение 2 дней большое количество алматинцев посетили этот фестиваль, и многие готовы были остаться там даже на ночлег, потому что настолько располагала атмосфера. Я забыл упомянуть, что каждый день вечером проходит очень интересный концерт. То есть мы приглашаем специалистов именно фольклорно-этнографического профиля. То есть это и горловое пение, и венгерские группы, которые, в общем-то, как бы создают такую атмосферу, когда их инструменты становятся похожими на звучание, на темп тому, что делают наши артисты на домбре, там, на кобызе и так далее. То есть второй фестиваль, который мы проводили в Алмате в 2017 году, он был масштабней, то есть участвовало уже большее количество команд. Приехали очень сильные команды из Болгарии, Богатур, из Турции, Национальная федерация конных видов спорта. Приехала очень такая компактная, но чрезвычайно интересная команда из Башкирии, Любизар. Ну, конечно, наши друзья-партнеры из игр кочевников, это киргизская команда. Ну и певческие коллективы из Азербайджана, Узбекистана, ну и многих других стран. Ну, я бы хотел выделить таких популярных этноисполнителей, причем в стиле диско даже, это Тюргенкам. И ряд других таких интересных исполнителей. В этом году кого мы ожидаем увидеть вообще? Кто примет участие? Из известных, может быть, таких Из звезд? известных Юлиана Кривошапова, по-моему. Это очень известная певица, которая поет в жанре горлового пения. То есть она подражает звукам природы. То есть опять-таки будет Тюргенкам, будут наши известные коллективы, Аркаим, будут очень интересная группа из Венгрии, Торактила, ну и целый ряд других исполнителей. Вот я продолжу про прошлогодний фестиваль. Он проходил на очень интересном месте. То есть Алмата может похвалиться не только тем, что находится очень близко к горам. На территории Алматы находится один из таких древних сакральных памятников, это Баралдайские курганы. 43 кургана находятся прямо в черте города и представляют из себя такой, на самом деле, объект мирового уровня, который при должной подходе и таком профессиональном раскрутке он может стать очень интересным таким элементом городской культуры и стать привлекательным местом, куда будут приезжать туристы. И вот в прошлом году фестиваль проходил на Баралдайских сакских курганах. Сакральная территория, плюс этника, плюс близость к небу, и все это давало очень хороший эффект. В этом году почему мы решили расширить географию? Раз это фестиваль кочевой культуры, почему к фестивалю не кочевать? Тем более, что есть хороший повод, 20 лет Астаны. И в Астане такой фестиваль напрашивается, потому что любой турист, который приезжает сюда, он подсознательно начинает искать этнику. Конечно, интересная архитектура, известные архитекторы принимали участие, допустим, в строительстве нашей молодой столицы. Но, тем не менее, люди хотят понять, что они находятся в Казахстане, не где-нибудь. То есть это очень важный элемент. Это очень важный элемент, то есть которого не хватает. И вот благодаря тому, что сейчас реализуется программа Рухани Жаңғыру, уже много мероприятий, как вы сами упомянули, проходят в Алмате. Это и чемпионат по национальным видам спорта, это и музыкальные фестивали. Вот буквально недавно по World of Nomads прошел фестиваль музыкальный.
То есть мы потихоньку набираем, вернее, становимся центром притяжения для всех наших братьев по крови, как бы тюрков и намадов, которые тянутся в нашу молодую столицу, потому что это прекрасная площадка, где они могут себя показать и где реализовываются очень многие проекты, которые сегодня интересны не только для Казахстана, но и для мира в целом. И, соответственно, наш фестиваль, он как бы является таким одним из составных пазлов вот этой мозаики, мероприятий, которые будут проходить в течение вот этих праздничных дней. И мы рассчитываем, что он привлечет не просто достаточное количество участников, а выполнит одну из главных задач, которую мы вообще изначально перед собой ставили. Одна из задач не просто провести мероприятие, то есть цель не в том, чтобы прогреметь, пустить салюты, и через 2 дня о тебе забыли. Наша цель возбудить интерес, чтобы сегодняшний гость фестиваля завтра мог сам быть участником. То есть захотел бы научиться кататься на лошади, захотел бы заказать хороший, настоящий, допустим, тюркский доспех и овладеть историческим фехтованием, собрать команду единомышленников, устроить показательный бой, допустим, которых на территории Казахстана было много, со своими друзьями, допустим, из другого региона Казахстана, но который представляет, например, другой период в истории, или противников наших предков, которые многократно проходили через эту территорию. То есть в мире есть популярное движение реконструкторов, то есть реконструируются колоссальные сражения, Бородинское, Ватерлоо. Мы можем то же самое сделать, Андракайское сражение восстановить, предположим, или знаменитую Таласскую битву, которая происходила в 8 веке, близ Тараза, где схлестнулась, это битва народов. Китайская армия, арабская армия, армия наших предков. Китайскую армию возглавлял корейский полководец. То есть, если все это правильно преподнести, то не просто мы возбудим интерес к участию во всех этих мероприятиях, мы на самом деле станем еще более привлекательным туристским направлением. И это касается не только Алматы и Астаны, куда в основном приезжают зарубежные туристы. Но вот мы можем с этой помощью раскачать регионы, например, Тарас тот же древний. Поэтому здесь не сама цель проведения мероприятия, как уже говорил, а сделать так, чтобы вот по принципу бразильского фестиваля едва отгремела музыка, едва почистили вот эту площадь, по которой проходят вот эти команды, люди начинают шить костюмы на будущий год. То есть главное это пробудить интерес, пробудить да, интерес, к кочевой культуре, да. именно вот к То есть, тюркам. например, на следующий год и, может быть, через год внести своего рода новшество в наш фестиваль, сделать дресс-код. Ты можешь зайти на территорию только если ты одет соответственно, только если ты что-то умеешь, только если ты овладел каким-то искусством. То есть, это в перспективе, это пожелание. А на самом деле, конечно, мы понимаем, что очень трудно в современном таком, очень стремительном мире найти время для вот такого хобби. Но, тем не менее, люди покупают дорогую экипировку для игры в хоккей. Почему бы не купить дорогую экипировку, чтобы научиться стрелять на скаку с лошади? То есть все это тоже реально. И вот наша задача как раз-таки пробудить этот интерес. И, соответственно, есть такая избитая истина. Если ты хочешь быть интересен кому-то, стань интересен самому себе в первую очередь. Ну а если человек уже заинтересован, то есть он хочет принять участие, что ему нужно сделать, куда обратиться, допустим, чтобы вот показать свои навыки на фестивале? Вот в рамках фестиваля мы рассчитываем на то, что наши партнеры, команды, вот эти мощные команды, турецкие, венгерские, болгарские, дадут своего рода мастер-класс. Просто поделятся опытом, как они это создавали и на какой основе они пришли к тому, что сейчас их во всем мире приглашают. Приглашают цирк, а здесь приглашают артистов, чтобы они выполнили вот эти показательные выступления, которые показывают культуру именно древних намадов. Они на этом базируются. И в Алмате есть очень серьезные коллективы. Например, это группа Сарбас Рухы, которая привезет сборную команду и девушек, и парней, которые продемонстрируют и боевое мастерство, а также покажут древнюю историю любви кочевой, то есть кочевницы и кочевника.
То есть особенности такие Да, хотят такие, показать, да, да? то есть В чем- это уже театрализованные что это элементы такое? такие будут применяться. То есть есть где поучиться, есть куда приехать, есть где освоить вот эти азы этого искусства. Историческое фехтование, есть такая команда, называется тоже «Номад», они находятся тоже в Алмате, то есть они ставят не просто постановочные вот эти вещи, они досконально изучают древние доспехи, они заказывают их и на Украине заказывают, и в России, и в Казахстане, если есть возможность. То есть они до мелочей восстанавливают не просто экипировку, они до мелочей восстанавливают искусство боя. Вот. Почему острая сабля, вот, допустим, более изогнутая сабля, она более опасна и требует большего мастерства, чем просто согнутая сабля. То есть вот эти моменты, я думаю, сейчас уже есть возможность при желании обратиться к своим коллегам и даже не далекие куда-то Будапешт ехать за этим, а здесь можно все это освоить. То есть это все у нас развивается сейчас? Это уже все люди начинает проявляют развиваться, да. интересное такое. То есть вот то, что создана Национальная федерация вот, национальных видов спорта, это уже хороший очень знак. То есть помимо кукпара, понятно, что будут развиваться и другие виды спорта. Вот хочется уточнить по поводу организационных моментов. Насколько комфортно будет людям, допустим, пришедшим с семьей, с детьми, да, проводить там достаточно большое количество времени? Будут ли, ну, грубо говоря, уборные предусмотрены, какие-то точки общественного питания, куда можно будет прийти несколько часов, спокойно вот, провести там время, вот в плане комфорта? Безусловно. То есть мы как раз-таки нацелены на то, чтобы это сделать место привлекательным для семейного отдыха, где каждый для себя найдет то, что ему интересно. Ну, мужчин, я думаю, безусловно заинтересуют вот эти воинские искусства. Женщины могут посетить мастер-классы там, по войлоковалянию, там, по приготовлению каких-то видов пищи или посмотреть на работу зергеров. То есть все эти вещи там можно получить. Плюс это абсолютно безопасно, потому что все вот эти зоны активности, они отделены. Там будут ходить специально подготовленные волонтеры, которые будут объяснять и программу, и подсказывать при наличии вопросов, куда пойти, чем заняться. Ну и, безусловно, информация на самой площадке, она будет усилена и навигацией соответствующей. То есть каждый аул будет иметь свой флажок. В программе будет подробно прописано, где, в какое время будет что проходить. Это для удобства наших посетителей. И, конечно же, такое скопище людей, ну, с большое собрание людей, но невозможно без такого антуража, как туалеты, и они там будут. Ну, то есть дискомфорта испытывать Дискомфорта не будут, то, что вот как в поле просто. Тем более, что это не где-то далеко в поле, хотя мы хотели, конечно, сделать полную аутентичность, что это где-то реально полевой стан. Это будет находиться на территории этноаула и непосредственной близости от ипподрома. То есть это рядом с городом. То есть сюда ходят рейсовые автобусы, в конце концов. Ну и, безусловно, будет налажена автопарковка, где каждый желающий приехать на своем автотранспорте может ее оставить в абсолютной безопасности. Нередко случается так, что после проведения крупных фестивалей всплывают там где-то в соцсетях новости, фотографии, что вот фестиваль прошел, а остались горы мусора, да, вот подобного характера. У вас предусмотрено, кто будет убирать потом вот это вот все? Насколько это все слаженно работает? Организаторы, это мы и те компании, которые мы привлекаем в качестве своих партнеров, подрядчиков, все нацелены на то, чтобы вот этот дух номадов сохранялся во всем. Номад не терпел ни мусора, ничего. То есть не плевал в речки и озера, не плевал на землю. То есть все собирал, убирал за собой, ничего не оставлял. То есть поэтому мы не просто хотим, чтобы он научился стрелять. Он научился думать, как его предок. Не сори там, где живешь. Вот принцип такой. Но если даже это будет происходить, у нас есть соответствующая команда, которая полностью все это после мероприятия за собой уберет. Расскажите, пожалуйста, подробнее о своей компании. Да? Вот насколько я знаю, не так давно была создана национальная компания «Казахтуризм». И какие цели вы ставите сегодня перед собой? Национальная компания была создана в октябре прошлого года, то есть совсем молодая компания. И это было очень своевременным шагом, потому что туризм как отрасль за последние 10 с небольшим лет неоднократно передавался из одного ведомства в другое. То есть, и, соответственно, был и подход такой по остаточному принципу. Ну, раз есть такая отрасль, кто-то должен за ней смотреть, неважно как, неважно на каком бюджете.
Наша задача сейчас сделать так, чтобы, вот, ну, вы прекрасно понимаете, чтобы продать товар, а услуга в сфере туризма – это тоже товар, должна быть компания, которая его профессионально пытается продать, продает. Она его упаковывает, она его форматирует, она его приносит на те рынки, где он действительно может быть интересен, этот продукт. И вот наша компания ставит перед собой задачу сделать казахстанский туризм настоящим интересным продуктом, который не стыдно вынести на международный рынок и продать. Но здесь речь идет не только о внешних рынках, речь идет и о внутреннем рынке. Вы, наверное, сами иногда задаетесь вопросом, куда бы мне поехать в Казахстане? Вот это актуальная очень тема, особенно летом, сейчас сезон отпусков. Куда можно поехать и так, чтобы это было соответствие, да, цена и качество, оно вот было такое вот приемлемое. Да, ну я должен признать, что таких мест у нас пока еще не так много, но они есть. Большое количество их находится в Алматинской области. Если вы хотите поехать в горы, то достаточно просто зайти и внимательно полистать Google, узнать, допустим, горные походы или активные виды отдыха. Там выйдет достаточно серьезный перечень компаний, которые это делают на хорошем уровне, потому что они работают, как правило, по много лет, и они умеют работать как с иностранными туристами, так и с внутренними. Что касается мест массового отдыха, ну, безусловно, это, конечно, наши озера, это Алакуль, это Балхаш. И я должен признать, что на сегодняшний день, несмотря на некоторые проблемы с дорогой, в целом этот регион становится уже настолько востребованным, что на сегодняшний день часто не хватает мест на том же Алакуле. Причем это и со стороны Семипалатинска, то есть Восточно-Казахстанской области, так и со стороны Алматинской области. Сегодня очень популярен становится автотуризм. И, то есть человек не хочет зависеть от поездов, самолетов, там, рейсовых автобусов. Человек хочет посадить свою семью в машину и поехать туда, где ему представляется это интересно. В этом отношении мы тоже немножко пока отстаем, потому что дорожная инфраструктура, в том числе вот эти многострадальная туалетная тема, она существует. То есть мы перед собой тоже ставим задачу, и мы уже работаем с такими партнерами, как Казавтожол, которые имеют не просто понимание о тех стандартах, которые необходимы на дороге, но и уже начали устанавливать вот такие современные, ну, я буду называть туалетные системы на основных магистралях. Вот есть уже несколько установленных объектов вот на трассе Астана-Боровое. Сейчас в Алматинском регионе будут такие объекты ставиться. То есть, когда задаешься вопросом, куда ехать в Казахстане, если ты привык как бы прийти в компанию, которая тебе предложит 10 красивых каталогов Турция, Египет, Таиланд на выбор, в Казахстане пока, к сожалению, такого нет. Но наша задача создать этот внутренний рынок. Наша задача создать достаточное количество игроков, которые заинтересованы для того, продавать именно внутренний туризм. Пока и количество таких игроков недостаточно, и количество таких объектов пока еще отстает. Но тем не менее динамика, она уже очевидна, она есть. Ну, вот многие казахстанцы жалуются на то, что отдохнуть в Боровом, например, в разы дороже иногда выходит, чем где-то за границей. Вот за ценообразованием кто-то следит, какой-то контроль есть, или это вот все в свободном плавании находится? Вы знаете, что у нас как бы по doing business мы достаточно высоко подняты, поэтому никакого диктата в отношении цен и предпринимателей мы вести не можем. Но наша задача сейчас создать целую систему стимулов, чтобы цены стали более привлекательными. Для этого мы все вместе должны поработать. То есть вот как бороться с сезонностью? То есть вот многие ссылаются на сезонный фактор. Ну, то, что за сезон они пытаются по максимуму выжить, заработать по максимуму. Но есть много стран, которые даже не сезон очень выгодно используют для себя, создают какие-то интересные продукты, которые они продают и вне сезон. И причем иногда это соотношение не просто там 20 на 80, а где-то 50 на 50, ну, скандинавские страны взять. То есть поэтому здесь и госорганам, и уполномоченному органу, и такой компании, как наша, надо сейчас просто внимательно посмотреть, какую пользу мы можем извлечь вот даже от того, что вне сезон у нас что-то не происходит. То есть поэтому вот от подхода, что мы пытаемся заработать максимум за 2 месяца, чтобы потом ничего не делать в течение последующего периода, мы потихоньку начинаем от этой модели отходить.
и пытаемся убедить рынок, что в противном случае мы никогда не выйдем вот из той ситуации, в которой находимся сегодня. Ну как на это предприниматели реагируют? Нет, есть уже примеры людей, которые активно ищут и находят новые элементы, допустим, для своего региона. Ну и в частности, вот событийный туризм, вот наш фестиваль. Если бы он проходил зимой, и мы его правильно бы обставили, и, соответственно, правильно бы подали на всех рынках, то, может быть, человек бы сюда и зимой приехал. А, безусловно, раз он приезжает, он использует транспорт, питание, проживание, то есть весь тот набор элементов, который присутствует всегда при продаже любого турпродукта. Но вот при создании вашей компании, я знаю, что были вот недовольные возгласы депутатов, отдельных там личностей, которые говорили о том, что на бюджет ставить, как бы спонсировать бюджеты, мы еще до этого не доросли, есть более важные моменты, такие как вот здравоохранение. Вот сегодня почти год, да, наверное, скоро будет, как компания существует. Вот положа руку на сердце, скажем так, вы можете сказать, что это оправдано действительно выделение средств, и все эти разговоры, которые были в начале, то есть они сейчас доказывают, что это не так? Конечно, это оправдано, потому что, во-первых, я должен отметить, что бюджетные средства выделялись, естественно, в определенном объеме, но это не тот объем, который, допустим, можно сопоставить с бюджетами других стран, которые занимаются профессиональным продвижением туризма. То есть я что имею в виду? Вот, условно говоря, Казахстан делает ставку на логистику. Для этого вкладываются деньги в строительство дорог, создание придорожной инфраструктуры. Казахстан делает ставку на переработку сельхозпродукции, потому что всем известно, что это продукция казахстанская, она экологически чистая, она может быть востребована. Но почему также не подходить к туризму? Потому что туризм сегодня это каждое 10-е рабочее место в мире. Вот те же депутаты, когда задаются, а вот зачем вкладывать в туризм, что он приносит? Туризм приносит очень много дивидендов. Туризм агрегирует вокруг себя 33 отрасли. То есть представьте себе, если, допустим, в Алматинский регион, вот на наши горнолыжные курорты или на Алакуль приедет 3-4 миллиона человек отдыхать в год, и все они будут потреблять казахстанскую продукцию, которую наши фермеры производят. То есть это экспорт, который остается внутри. То есть люди приезжают сюда, платят валюты. Соответственно, помимо создания рабочих мест и других таких очевидных выгод, турпродукт – это не тот товар, который как бы, ну не то что, а исчезает со временем. То есть получается вот объемы нефти падают, объемы угля падают, там, железные, полезные ископаемые падают. Но вот наши обычаи, которые могут быть интересны, наши прекрасные виды, наши горы, наши реки, наши бескрайние степи, от того, что на них посмотрит зарубежный гость, они не исчезнут, они останутся. То есть это экономика без труб. Не надо, она не засоряет при правильном подходе экологию. То есть поэтому я считаю, грех не продавать то, что лежит под ногами. И тот бюджет, который мы на сегодня имеем, я вам, вот, поверьте мне, он десятки, в сотни раз уступает тому бюджету, который затрачивают другие страны. Ну, привести пример можете, какие страны? Вот Турция, Египет самые распространенные, поскольку у них там... Ну, я вот приведу, у нас недавно были очень интересные эксперты из Испании. Мы с их помощью хотим сейчас все-таки определенные стандарты в туристскую отрасль внести. Потому что, опять-таки, та же политика Doing Business и Yellow Page не предполагает обязательных стандартов. То есть человек может построить гостиницу, и он может не следовать никаким стандартам. То есть вот я захотел, я построил. В развитых туристских странах такого нет. Должен быть минимальный стандарт. Уже при проектировании этот минимальный стандарт должен быть заложен. Если ты хочешь расти, пожалуйста, расти дальше. И вот Испания, которая находится на втором месте в мире, как туристское направление, которое в год принимает 80 миллионов туристов, Испания тратит только из центрального бюджета порядка 500 миллионов евро. А такие крупные регионы, как, допустим, Валенсия, там, Каталония, они тратят по 200, по 300 миллионов. То есть поэтому можно представить, что даже развитая страна, которая вроде бы уже не нуждается в пиаре, тратит на продвижение около миллиарда евро в год. Очень большая сумма. То есть это колоссальный конкурентный рынок.
И если мы по-прежнему будем считать, что у нас нет туризма, мы его не будем развивать, и нам не надо на него тратить деньги, потому что у нас недостроены школы, недостроены больницы. Ну вот хорошо, построим школы. Кто потом найдет этим детям работу? Во всем мире тенденция одна. Люди, то есть соотношение сферы производства и сферы услуг постоянно меняется к уменьшению сферы производства и к увеличению сферы услуг. Научно-техническая революция приведет к чему? То, что, допустим, роботизация создаст Это автоматизация, да, всё. колоссальное количество, высвободит колоссальное количество рабочих мест. Куда они пойдут? Кого лечить надо будет после того, как человеку не на что будет жить? То есть поэтому вот однозначно надо менять подход. То есть у нас есть что продавать. Нет, это иллюзия, когда говорят, что у нас нет продукта, его нельзя продать. Он есть. Его десятки лет продают. Просто правительство никогда не уделяло должного внимания. То есть ведь речь идет о том, вы приходите в супермаркет, вы выбираете тот товар, который красиво упакован, как правило, который на уровне глаз. Это называется мерчендайзинг. Вот для этого надо заплатить этому супермаркету, чтобы они твой товар сюда положили. Казахстанский туризм тоже пока что он лежит на нижних полках, и кто-то там, самый пытливый покупатель, он подымется, посмотрит, ну, упаковка вялая такая там. Ну, ведь это надо продавать. К этому нужен подходить очень профессионально. И почему, допустим, для промышленности у нас создаются целый блок преференций, есть целая программа ГПФИР, например. И все институты развития нацелены на то, чтобы развивать сферу промышленности. Но опять-таки, видимо, здесь не учитывается, что сфера услуг тоже должна быть развита. То есть есть два полюса. Вот есть промышленность, есть агросектор. Агросектор пользуется безусловной поддержкой. Промышленность пользуется безусловной поддержкой. Почему сфера услуг не пользуется такой поддержкой? Почему не давать стимулы для развития тем же компаниям в туристском секторе? Потому что, я еще раз повторюсь, туризм питает все, что вокруг него находится. И сельское хозяйство, и производство, и промышленность, и телекоммуникации, все. Но сегодня есть какие-то программы, которые действительно могут стать интересными для предпринимателей, развивать именно эту сферу? Может быть, льготы какие-то еще? Вот как раз условия? наша задача, и благодаря поддержке главы государства, в ближайшее время мы намерены разработать национальную программу развития туризма. Именно программу, которая позволит нам нарастить те компетенции, которых нам сегодня не хватает. Вот при желании даже наш уполномоченный орган не может позволить себе некоторые вещи, потому что у нас нет компетенций, их надо законодательно прописать сначала. Вот тот же минимальные стандарты в туристском сервисе, в обслуживании, в строительстве, во всем. Для этого необходимо законодательно это закрепить. То есть нужно поднять стандарты? Поднять стандарты однозначно. То есть если многие говорят, а почему не заняться массовым туризмом, как Турция, Таиланд и прочее. Ну, надо откровенно признать, у нас нет таких ресурсов для развития массового туризма. Но у нас есть колоссальный ресурс для развития туризма, который позволит привлечь качественного туриста, образованного туриста, туриста с хорошим кошельком, как правило. Вот многие думают, вот эти все адвенчер-туры, эко-туры, приезжают там бродяги с бородами, с рюкзаками, у них в кошельке ничего нет. Это глубокое заблуждение. Как правило, наоборот, как раз таки. Это очень обеспеченные люди, это очень образованные люди. И это люди, которые могут нести в себе столько информации, которая потом заменит целое информационное агентство, потому что получается иногда, что за этим человеком идут фолловеры в размере 500-600 тысяч человек. То есть вот эти вещи надо оценивать правильно. Не смотреть, как говорится, по одежке. Работаете ли вы с блогерами, которые ведут именно много таких людей, которые именно на туризме ориентированы и выкладывают свои посты? То есть действительно, как вы сказали, у них большое количество подписчиков. Конечно. Какие акции вы проводите? Конечно. Скажите Мы уже отработали достаточно успешный блог-тур с китайскими блогерами. Ну, там такие астрономические цифры. То есть там несколько блогеров, по-моему, было 5 человек. За каждым из них по нескольку миллионов или даже десятков миллионов подписчиков. А все мы прекрасно знаем, что такое Китай. Весь мир борется сегодня за китайского туриста. То есть это огромная аудитория. Огромная аудитория, огромный потенциал. И достаточно сказать, что, например, в мире путешествует по цифрам, получается 150 миллионов китайцев ежегодно выезжают за рубеж.
Сколько триллионов долларов, ну, свободно конвертируемой валюты, оседает где-то в других странах. И наша задача стать интересным для этого рынка. Понятно, есть политические определенные риски, есть соответствующие ограничения, но тем не менее, тогда не надо делать ставку на массового китайского туриста. Лучше привлечь обеспеченного китайского туриста. Из 150 миллионов, пусть 500 тысяч приедут, но те, которые знают, что такое шелковый путь. Те, которые интересуются вот тем же Таласским сражением. Те, которые, то есть, едут за впечатлениями. Не за фотографиями, за впечатлениями, которые потом они увековечат в этих фотографиях. А эти впечатления Казахстан может дать. Я вот неоднократно сталкивался с тем, что есть у меня коллеги и из китайских турфирм, и из корейских. Они говорят, весной вам, говорит, надо поставить площадки для селфи по всей вот этой предгорной зоне. Когда цветут маки, мы, говорит, готовы сюда приезжать, чтобы один снимок сделать. Когда цветут тюльпаны, то же самое. Ну, для этих блогеров на каких условиях они приезжают? Вы их Конечно, показываете маршруты определенные? мы полностью оплачиваем их перелет, проживание, мы показываем наиболее интересные локации, будь это город, будь это регионы. То есть пока что мы делаем ставку на те регионы, которые сегодня, ну, они и так популярны. Это Алмата, Алматинский регион, Астана с Боровым в связке и, конечно же, это наши национальные парки, которые находятся также вот в основном в Алматинском регионе и так далее. Кстати, насчет парков, это тоже колоссальный ресурс. То есть, но пока что не очень доступны для массового туризма. То есть их надо не просто переформатировать, там надо другую политику формировать. Поэтому наша компания в том числе и этим вопросом будет заниматься. То есть мы созданы для того, чтобы извлечь максимальную выгоду из тех ресурсных возможностей, человеческого потенциала. А всем известно, что гостеприимство – это тоже продукт. Не в каждой стране ты встретишь такое гостеприимство, которое вот встречают в казахских семьях. Просто наша задача конвертировать вот это внутреннее гостеприимство, сделать его внешним. То есть чтобы мы не подносили тапочки гостю только в доме, а когда выходили за пределы дома и видели в нем элемент как бы бизнеса своего, то тогда как бы отношения меняются. То есть вот эту вот внутреннюю нашу способность быть гостеприимным надо культивировать и превращать в какой-то в бизнес-кейс, чтобы это позволило приносить доход и позволило вот этот брендинг территории делать на самом деле эффективным. У нас вот есть определенный разрыв. В Астане, например, хорошие бюджеты для развития туризма, и Астана много делает для развития туризма. Но по-настоящему Астана станет привлекательным, когда каждый астанчанин или житель Астаны поймет, что ему надо быть максимально лояльным по отношению к туризму. То есть это коллективный труд. Начиная с границы, кончая там, официантом, любой человек должен почувствовать эту частичку гостеприимства, и тогда он наверняка будет рекомендовать Казахстан. Чтобы ему было приятно пройти по улицам, да? Улыбающиеся лица, то есть приветливые. Да, чтобы это не было мертвых лиц таких, чтобы не было того, что человек тебе улыбнулся, ты повернулся, у него тут же опять каменное лицо. То есть вот это внутреннее гостеприимство надо на самом деле вот превращать в бизнес по-хорошему. Вот у меня такой вопрос. Вы сами где предпочитаете отдыхать, если не секрет? Вот поделитесь Я с нами. в горах, в наших горах. Центральный Тяньшань. Давайте вернемся все-таки к фестивалю. Еще раз напомним нашим зрителям, где будет проходить, в какое время, в какой период, в какие дни, какие числа можно будет посетить его. Значит, фестиваль будет проходить с 30 июня по 1 июля на территории Этнаула в районе ипподрома, вот, который находится на Каркаралинском шоссе. Ну, это буквально черта города. То есть и мы приглашаем всех гостей столицы и жителей столицы, чтобы они посетили это мероприятие. Я уверен, каждый из них найдет для себя что-то такое интересное и запоминающееся. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу, которая была содержательной. Я думаю, много полезной информации подчеркнут для себя наши зрители. Спасибо. А я с вами прощаюсь. Желаю, чтобы предстоящий день столицы прошел очень интересно и остался в памяти надолго. Всего доброго.